красива наша земля, старик, своей особой неповторимой красотой. И как бедны слова, чтобы воспеть ее сердцу милый облик. Если беден твой язык, возьми из сокровищницы поэтов. Купец держит в памяти цифры, а не стихи. Что тут поделать? Не забывать, хозяин, что сначала ты человек, а уж потом купец. А человек должен понимать силу и красоту слова. Зелень древних холмов в нежном блеске сияет. За полями бескрайная даль от меня убегает. В белой пене сады всюду путника радует взор. Синеструйные реки ведут между собой разговор. Чьи это стихи, старик? Стихи Фирдауси, так он себя называет. Это значит «живущий в райском саду». Но есть же у него настоящее имя. Имя есть у каждого. Но не каждый мог бы создать книгу царей Шах-Наме. Он жив? Жив. Жив, если бы даже и умер. Он вечно живой. А где он теперь? Не знаю, что стало с ним. Царь Махмуд поклялся бросить его под ноги бешеному слону. И тогда Фирдауси с караваном купцов бежал на чужбину. Прочти мне что-нибудь еще, старик. И тут Кова на площадь в гневе вышел, и громкий клич его базар услышал. Зажгли в сердцах огонь его слова. Народ к добру и правде звал Кова. Тогда передник кожаный он снял. А вот как дальше, я забыл, хозяин. И боюсь продолжать, чтобы не исказить смысла. Когда эти строки исторглись из души моей, они прозвучали так. Его в далекие года повсюду знала беднота, и, увлекая за собой, народ зывал и вел он в бой. И стал тогда передник в море бед надеждою и знаменем побед. Мне страшно, боюсь я. Ну что ты, не бойся. Они меня не пропустят. Я попрошу их. Сын кузнеца Ковы, напоминаю вам, желающим войти в страну Хурам-Замин.
В нашей стране, Хурам-Замин, есть непреложный закон. В эти ворота может войти лишь тот, кто принесет пользу народу, кто в ремесле искусен, кто в науках сведущ, кто славится своим трудом, своими познаниями, искусством. Будь ты кузнец, поэт, землепашец, входи к нам. Остальные уйдите прочь. Пойдем, и мы с тобой. Ворота Хурам-Замина открыты. Я не пойду, я не умею ничего, пойми. Ну, и я не пойду без тебя. Идем же, веди меня. Я зажмурюсь и пойду за тобой. Что ты умеешь делать? Я? Я гончар. Покажи. О, этот сразу видно мастер. Ого, как ловко у него получается. Искусный мастер, да. Готово. У тебя золотые руки. Входи. Кто ты, старик? Мыслитель я, добрый человек. А ты знаешь, что такое счастье? Думаю, что да. Если тебе подарят на склоне лет вторую жизнь, и прожить ты ее захочешь, точно так же, как первую, не изменив в ней ни одного дня, это и есть счастье. А ты счастлив? Нет. Входи, прошу тебя. Мудрый человек. Ты охотник? Показать? Да. Редкий глаз. Будет хороший воин. А ты? Ты разве слепая? Нет. Так открой же глаза. А что ты умеешь делать? Я люблю его и ничего больше не умею. Тогда войдите оба. Ты что за человек? Ты ошибся? Я лягушка. Смотри. А вот я старик. Смотри. А вот я шакал. Не бойся, я не кусаюсь. А вот я девушка. Не смейтесь надо мной. Я стесняюсь. Я просто фигляр. Мое дело смешить, веселить, петь, плясать. Играй, музыкант! Не бойся, это только палка. Нет, это меч. Смотрите, превосходный меч! А где же это видно, чтобы воин боялся меча, а? Не бойтесь, он жив и переживет многих из вас, если ему только посчастливится. Ты видел? Вот кто я. Ходи, фигляр! Сегодня день свадеб, и тебе много будет работы на городской площади. Багров, где ты? Я здесь. А тот, кто мне дал эту монету, еще не ушел. Он здесь. Нет, я впустил этого человека.
взгляни. Он пришел сюда из страны змей. Догони его и верни. Встань на мое место. Добро пожаловать, друзья! Военачальник и страшный храбрый воин. Военачальник. Сипах Салор Рухом. Сипах Салор Рухом. Ну, ты потише. Сейчас он будет говорить. Сегодня, как повелось издавна в день свадеб, в стране Хорамзамин, достойнейший из нас, скажет слово назидания нашей молодежи. К нам прибыл Кола. Пусть он войдет. Иди же, Кола, здравствуй, входи. Много вас собралось сегодня, дети мои. Я вижу, в стране Хорамзамин не будет недостатка в землепашцах и матерях, не правда ли? Эй ты, приятель, невесту свою отпустил бы. Ты что, боишься, что у тебя кто-нибудь отнимет ее? Да и куда ты торопишься? Ночь впереди, успеешь. Юные мои друзья, послушайте, что я вам скажу. От моей старой кузницы, что стоит там в горах, сюда добрых 3 дня пути. Долго ехал я и думал, что же связывает воедино нашу страну? Она состоит из семей, как из капель поток. Точно так же из руды и огня в нашей кузнице рождается металл. Сегодня у очагов сядут новые семьи. Если каждая из них будет горячо любить свой труд, знать, что только в честной работе счастье. Если каждая семья будет дружной и верной, будет прочной, как звенья одной цепи, то и страна наша будет достойной и прославится за горами и морями во веки веков. Посмотрите-ка, мой младший сын Фарух не слушает назидания. Он не может отвести глаз от своей невесты Ношафарин, дочери моего друга Рухома, хотя всем видно, что в ней нет ничего хорошего. Вы, конечно, видите, что она лысая и что у нее всего 1 зуб. И мой сын не лучше. Могу вам по секрету сказать, у него обе ноги левые. Когда он родился, все говорили, у тебя ребенок очень смышленый, а теперь он не может сосчитать, сколько пальцев на одной руке. Я сам видел, как он носил решетом воду и пытался запрячь во рбу нашего старого козла. Ох, и брыкался же бородатый. Не знал, что Фарух хочет ехать за невестой. Он меня гонит прочь, ты заступись за меня. Люди Хорамзамина, я так долго шел к вам. Да кто тебя гонит? Вот он,
от самых ворот за мной пришел, чтобы выгнать отсюда. Это правда? Да, Рухом. Этот человек пришел к нам из страны змей. На меня пал жребий, я бежал оттуда. Поймите, от лютой смерти убежал. Помоги, Рухом, пощади меня, прошу. Я плачу и припадаю к твоим ногам. Да какой жребий, о чем ты? Встань и скажи. Какой жребий? Кровь стынет в жилах. Этот жребий страшен. О, горе, мне горе! Я видел лик смерти. Царь Захоп сошел с ума, и черные его страсти проросли из его плеч в виде двух огромных змей. Они ненасытны, эти два живых чудовища. И страшно сказать, верь мне, не поворачивается язык у меня, что самое страшное, мозг человека служит им пищей. Они ждут своих жертв, шипя и извиваясь, корчась на плечах Захока. И все наши юноши обречены на смерть безумным царем. Ну, полно тебе! А вы что загрустили? Праздник у нас сегодня или нет? Чего испугались? Царя Захока? Вы разве позабыли, что Захок пообещал соблюдать неприкосновенность земель Хуррамзамина и не отступать от клятвы? Подобает ли нам омрачать наш праздник? Поди вытри слезы, ты не на похоронах, жалкий трус. Бахром, оставь его и не ходи за ним, а то он оглядывается на тебя, как будто ты одна из змей Захока. У тебя дар соловья, друг мой, Рухом. Но ты позабыл, что кто мирно спит, доверчив, тот с врагом, к тому беда легко проникнет в дом. Я и не подозревал, что мой друг на старости лет стал сочинять стихи. Что ж, поздравляю, Мне и в голову не могло прийти, что на старости лет ты теряешь память. Эти стихи написаны у тебя на мече, который я тебе подарил, и которым ты сегодня опоясан. Давно ты, видно, не вынимал его из ножен. Да полно, Кова, мы о Захоке завтра поговорим. А сегодня мы с тобой должны сесть, Кова, и одолеть целого барана вдвоем. За здоровье детей мы выпьем полный бурдюк старого доброго вина. Добро пожаловать! Мой дом открыт для всех. Входите, друзья мои! Добро пожаловать! Здравствуйте, друзья мои! Постой! Куда ты, брат? Посиди с нами и посмотри, что нам привез мой гость издалека. Вот, посмотри, твердая вода, прозрачна она, как воздух в горах. Это чудо сделали мои учителя в Китае и назвали стекло. Бахром, возьми и глазам приблизь твердую воду, и тебе будет виден весь мир. Труд мастеров Китая достоин всяческого удивления. Прости, мне надо спешить к городским воротам. Вот эта песня. Душевная песня. Хорошая. Ты чудесно поешь, дочка. Отец, не нравится мне этот пришелец из страны змей. Он так оскорбительно смотрит на невесту брата. Ну и пускай кто хочет, тот и смотрит. Разве моя Нушефарин некрасива? Прости, Сипахсолор, я лучше уйду. Ну что ж, если хочешь меня обидеть, уходи. Стемнеет скоро. Ему надо идти, пора закрывать городские ворота. Найдется кому и без него закрыть.
пугаетесь? Невеста здесь, и вы сейчас увидите ее опять. Ловко у него получается. Не бойся, это только палка. Нет, это роза. Прими от меня в подарок. Молодец, молодец. Смотри! Новое угощение! Ого! Я вижу, мой сын Кубот, не покладая рук, сегодня старается. آمد کباب تاکی همراهش مرغ بریان همراهش مرغ بریان مرغ بریان خوراکی و نوشاکی در خانه ما فراوان در خانه ما فراوان فراوان پزنده‌ام پزنده پزنده ای ارزنده شاهی پزنده هایم خورنده را من بنده در سری خان من و تو پخت از من خوردن است تو انا پلاوت شپیره سمبوسه خیلی من تو کله شوربا مستابه تند و خوشبو ماشابه لوله کباب پیابه جزگ نانی تابه جان Дядя Кубот, женщины просят, чтобы ты пришел к ним. Их несколько? Да. Угу. Значит, ни одной. Уходи, не зли меня. Эй, Кубот! Кубот, гости хотели бы сказать тебе спасибо, пока они еще в состоянии говорить. Что, уже? Ну да. Объелись уже? Дальше некуда. Боже ты мой, а для кого я готовлю эти сладчайшие мозги? Никто еще не прикоснулся к ним. На, ты только попробуй. И я уверен, что ты тут же попросишь еще и еще. Что скажешь? Да еще. Ага, на, ешь на здоровье. Вот он! Хватайте его, вяжите по рукам и по ногам, иначе он нас закормит до смерти! Кова! 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 Ты помнишь, как городская стража набросилась на нас и принялась изо всех сил колотить палками, когда мы, переодевшись в эти тигровые шкуры, пугали бедных прохожих? С тех пор прошло 30 лет, но почему-то, Рухом, стоит мне увидеть тигровую шкуру, как у меня чешется спина.
ничего не заметил, скажи. Конечно, заметил, как они от нас бежали. А что, Кова? Идем дальше. Почему-то мне захотелось. Тебя крепко поколотили палками. Никого! Подумай только, что творится. Мы с тобой напугали чуть ли не весь город. И стража нас не остановила. Так ведь и городской гонг недолго унести чего доброго. И никому нет до этого дела. А чего нам бояться? В мире покой и тишина. Ты забыла Захоки. Опять Захок? Да он клятву дал не вступать в войну с нами. Так чего ж его бояться? Ты легкомыслен. Легкомыслен и беспечен, как девушка. А ты подозрительней нашего базарного менялы, мой друг. Ты неисправим, тебя не переубедишь. Мне кажется, что я понапрасну теряю с тобой время. Да погоди, Кова. Куда же ты? К себе в горы. Там, в горах, меня ждет моя кузница. Прощай, Рухом. Кова! Если вы не попробуете мои халвы, я всем расскажу, где вы спрятались. Всему городу расскажу. Фарух, съешь немного. Халва просто тает во рту. Она слаще поцелуя любимой. Ну, хоть один кусочек. Бог, не доводи меня до братоубийства. Вот упрямец, ну, хоть один кусочек. Вы пожалеете оба! Эта халва слаще соловьиной песни, слаще уединения! Вот глупые дети. Я поставлю блюдо здесь на ступеньках, попробуйте завтра утром. Райское блаженство. Ты великий повар, Кубот. Что это? Я берегу это в память о нашей первой встрече. Ты разве забыла? Нет, не забыла, погоди. Я все помню. Бедный юноша, вы испугались. Так вы могли упасть. Вы девушка. Я с гор возвращалась в то утро домой. Конь испугался, я потеряла поводья. А чего тогда ты испугался? Я увидел глаза твои. О, у меня был очень смешной вид, наверное. Что это, Фарух?
Это земля и небо, солнце, месяц и созвездия, видимые глазами человека. А это? Это бивень слона, он тяжел для твоих маленьких рук. Этот дар я увез из Индии. Много друзей осталось там у меня. Индостан, Китай. Я не пущу тебя, Фарух. Ты не уедешь. Ты меня не покинешь, ведь правда? Никогда. Но, Шафарин, разве можно покинуть ту, что принесла мне счастье? О, роза вешняя, цвети всегда со мною рядом. Любовь мою в глазах моих прочти. Повтори, повтори. Какое это счастье любить тебя. Ты правда больше не будешь оставлять меня одну, Фарух? Родная, клянусь, отныне мы всегда будем вместе. Для меня радостна жизнь только, когда ты рядом. Воины за здоровье Рухома и его дочери! А ты часом не влюбился в нее? А вот и я! Охотник пришел! Ты в нашем костру не забыл нас! Вот за это хвалю! Молодец! Выпей с нами! Дайте ему чашу! Выпей! Пусть он эту ветку превратит в меч! Покажи свое искусство! А вы не боитесь? Пронзи меня, я не боюсь твоей палки. Ча! 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 Добро пожаловать! Спасибо. О, как красиво, смотри.
Пустите меня! Пустите! Нет, лучше смерть! Убей меня! Убей скорее, слышишь? Убей меня! Взять его! Фарух! 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 Красавица! Но, Шафарин, твоя жизнь вне опасности. Ни один волос не упадет с твоей головы. Надеюсь, ты догадываешься, почему? Держи крепче. Держу, держу. Подай-ка мне клещи. Ну, теперь теперь меня как новый. Там еще одно колесо. Сейчас принесу. Добрый день, Кова. Как здоровье, мастер? Ничего, Кова. Дай-ка мне молот. Что-то случилось. Птицы встревоженные покидают свои гнезда. Странно, правда? Не бывает ведь так в месяц цветения. Кто это? Да ведь это Бахром. Сына наш. Ковы убили. Они нам заплатят. Кова! Кова! Бахрома убили. Кто? Захок. Как он умер? Убит предательски. Кто-то из-за угла нанес удар ножом. Рухом предателем никогда не станет. Ты не предатель. Тебе предлагается пост военачальника царя Захока. Прочь от меня! Зловещая тень Захока! Захок — моя тень. Но довольно. Надоело мне. Ты пойдешь к ним и скажешь? Нет. А я говорю, пойдешь? Нет. Я солдат, а не изменник. Смотри, солдат, ты забыл, что у тебя есть дочь. Если ты не убедишь своих солдат сложить оружие, твоей дочери придется спуститься к этим диким быкам
И стоит мне лишь махнуть платком, как мои воины раздразнят животных, и они растопчут вмиг бедняжку Нушапарин, твою дочь, Рухом. Если же ты уговоришь своих солдат, а я знаю, они послушают тебя, Нушапарин будет жить, а ты получишь все, что соответствует твоему уму и заслугам. Меня ждут мои воины. Я иду к ним. Иди к нам, мы защитим тебя! Иди туда, солдаты, друзья мои, воины должны драться лишь тогда, когда есть надежда победить. Сейчас у нас с вами нет этой надежды. Все башни, бойницы и ворота города теперь в руках врага. Его оружие лучше и войско многочисленнее. Что делать, когда мечи и копья нацелены в грудь? Нам надо сдать оружие и драться бессмысленно. Дети ждут отцов своих, ваши жены ждут вас у очагов. Что пользы, если убьют и вас? Идите домой, солдаты. Так вам сказал бы и мой друг Кова, который любит жизнь. Пришлось склонить и мне голову перед врагом. Я жив, и дом мой цел. Отдаю последний приказ. Солдаты, бросайте мечи и копья, как сам я. Сдаю врагу меч свой. Горька чаша позора, что судьба нам послала. Вы простые солдаты. Мне же еще горше. Я был 30 лет Сипах-Солором. Сражаться бессмысленно, поверьте же мне, солдаты. Мы бы показали врагам, как умеют драться твои солдаты. Сипах-Солор, я тебе верю, но меч свой я врагу не отдам. Что ж ты молчишь? Народ ждет твоего слова, Кова. Веди нас на врага, Кова! Уничтожить врага или умереть? Нет. Нет. Пусть те, у кого есть меч, поднимут его. Мало у нас оружия. Нельзя драться, когда к одному мечу тянутся 30 рук. Что же делать? Может быть, сдаться? Нет! Нет! Нет. Лучше львом умереть, чем жить, как трусливые шакалы. Верно говоришь. Тогда, друзья, терпение. Надолго пусть оно поселится у горнов. Все забудьте, пока будут руки ваши ковать победу. Начните работу сегодня, братья. Хорошо, Кова. Вместо китменей копья и мечи. Хорошо. А мне сегодня не стоять у моей наковальни.
Кузнец-кова будет сегодня рыть могилу своему сыну. Позволи мне, я пойду следом, отец. Помоги лучше им. Зачем нас созвали сюда, не знаю. Что с нами будет? Ферман царя! Слушайте все! Две божественные змеи, проросшие из плеч великого Захока, нуждаются в пище. Но им, божественным и мудрым змеям, не угодна простая еда. Отныне каждый день по жребию юноша из народа отдаст свой мозг в пищу змеям. Будьте вы прокляты! Убейте! Эй, кто там? Иди ее сюда! Таково повеление царя Захока! Приступим к жеребьевке!
Слушайте! Кто из вас хочет разбогатеть, владеть несметным богатством? Царские змеи разборчивы. Им нужен очень искусный повар. Они отворачиваются от неумело приготовленных мозгов. Нужен хороший повар. Кто из вас согласится? Разве не ценят золото в этом городе? Никто не может стать поваром. Может. Сынковый! Предатель! Убийца! Кровавая змея! Будь проклято имя твое! Опозорил отца! Трусливый шакал! Это сын Ковы! Отец проклянет тебя! Жалкий труп! Убийца! Изменник! Поднести ему в дар халат с царского плеча и золото. Продажная тварь! Никак тебя всегда носит! Плюнь тебе в глаза! Подлый изменник! Палач! У тебя руки в крови! Что ты сделал, трус? Ничтожный трус. Многие проходили по этой лестнице. Но такая подлая и гнусная тварь, как ты, проползает впервые. Тьфу! Будь проклят, собака! Опять? Ты сделал это опять? Мне не ясен смысл твоих слов, великий Не притворяйся государь. глупцом. Ты прекрасно все понимаешь. Я говорю о твоих подлых выдумках. Ты распустил слух, желая, чтобы надо мной все смеялись. Я безмозглый царь. Я ем мозг юношей. Значит, в голове моей нет ничего. Но у меня хватит ума, чтобы отрубить тебе голову. Небо свидетель. Нет змей на моих плечах. Нет их. Нет. Но ты ведь приказал чеканить их изображения на монетах твоей страны. Так было прежде, а теперь в этом никакой надобности нет. Я бросил страну Хурам-Замин, ее народ к моим ногам, и никто не отважится глаз на меня поднять. Пока лишь тела распростерты ниц, а мысли, государь? Может ли кто поручиться? Какие мысли у тех, кто лежит так недвижно, государь? Мои боевые колесницы растопчат тела, а у мертвых мыслей не бывает. Змей мы кормить больше не будем. Конец твоим небылицам. Все равно, государь, тебе от этого не уйти. Ты велик и могуч, ты вправе поступать как хочешь, и все же ты будешь их кормить. Уже глашатаи всем объявили на площади приказ государя. Главное сделано, посеян страх в головах. Терпение, государь, и эти семена дадут хорошие всходы. Ибо страх вяжет дух людей, подавляет стремление сопротивляться. Он сильнее колесниц, сильнее оружия, государь. Сегодня змеи царя примут первую жертву вашего народа. Царь Захок позволил вам единственный раз взглянуть на это зрелище. Пусть ослепнут твои глаза! Убери свои косы из-под моих ног, а то я навсегда в них запутаюсь, красавица! Я задушила тебя своей косой! Дорогу к Убоду! Дорогу к Убоду! Волшебное блюдо! Мозг человека! Кровавый пес! Там нет змей, верно, Кубо? Ты ученый человек, брат мой, но есть вещи, которых и тебе не понять. Смотрите! Смотрите все!
Я принес тебе печальную весть, Нушафарин. На Фаруха пал смертный жребий. Увы, судьба его решена, он утром умрет. Даже смерти не отнять его у меня. Охотно верю. Но, может быть, утешит тебя наша свадьба. Она будет через 2 дня. Ее никогда не будет. А если тебе отец прикажет? Мой отец воин, а не изменник. О, разумеется. Конечно, воин. Даже Сипах-Солор. Он принял это почетное звание от царя Захока не далее, как сегодня. Ты лжешь! Прочь! Прочь отсюда, змея! Не беспокойся, я уйду, чтобы поскорее вернуться обратно. А ты послушай у этой стены. Она тонка. Сквозь нее слышно. Фарух. Ты поедешь и уговоришь Кову подписать это обращение. Хорошо, визирь. Ты помнишь свою цену? Она огромна. Назови ее. Жизнь. Быстро куются наши личины. Будто сами в бой бросятся. Тащи быстрее, сынок, пусть не даст он пощады врагам. Неси сюда копья быстрее. Несу, несу. Подай мне молот. Это Рухом, братья! Сипах-Солор наш! Он жив! Наш военачальник! Рухом! Братья! Наш Рухом приехал! Смотри! Рухом! Долгих лет Рухому! Рухом! Здоровья и многих лет жизни! Рад тебя видеть, дорогой. Добро пожаловать. Прошу тебя, войди. Горе, Кова! Не хватит пепла в твоей кузнице, чтобы посыпать наши седые головы. Какой мерой измерить глубину моего горя? Я виноват во всем. Ты мне говорила, я тебе не поверил тогда, Кова. Видно, Рухом, и мне не следовало в ту ночь покидать город. А где наши города? Их захватили враги. Храбрые воины наши, что с ними стало? Где они? Дети наши в плену, они рабы. Куда подевалось все, чем мы с тобой гордились, Кова, скажи? Все, что растили, как мать растит дитя. Да успокойся же. Не пристало военачальнику лить слезы в час войны. Я знаю, Кова, во всем я повинен сам. Я не могу людям в глаза смотреть. Что я скажу твоим кузнецам? Успокойся. Присядь. Ты просто устал. Посиди здесь, а я принесу вина. Нет, нет, постой. Не уходи, Кова. Теперь не до вина, мне нужно о многом рассказать тебе. Говори, я слушаю. Я не все сказал. Отдохни. Поговорим завтра. Пронзи мне грудь, Кова! Успокойся же, наконец. Что с тобой случилось? Я тебя раньше не видел таким. Убей меня, я заслужил смерть, Кова! Ты изменился. Изменился? Нет меня больше! О, Кова! Может ли Рухом продолжать жить униженным, обесчещенным? Ты не понял меня. Я говорю, посидел ты за эти дни. Новые морщины покрыли твое лицо. Нет, не о том я. Что ты? Я не о том. Скажи же, что терзает тебя.
Я вот что говорю, Кула. Мертвые умерли, но ведь живые пока еще остались. Подумай о том, что делать живым. Армии разбитые, воевать нечем. Захок жесток, он сильнее нас. Его воины обучены, его оружие совершенней. Он уничтожит всех. Твой сын Кубот понял, куда ведут пути. Я видел его во дворце царя Захока. Кубот? Значит, он у Захока? У Захока. Что тебе еще от меня нужно, говори. Прочитай и подпиши это. Что-то буквы пляшут. Туман в глазах у меня. Ты сам это мне прочти. Слушайте, те, кто живет в Хурам-Замине. Оставьте гнев свой и смиритесь. Мы жестоко ошиблись. Царь Захок Хурам-Замину не враг. Он справедлив и мудр, и цветущий край наш погибнет, если не принять его благодеяний. Пусть же забудется зло навеки под сенью его высокого покровительства. Отныне пусть ликуют ваши сердца, земляки. Это конец? Ты прочел все? Да, я знаю. Наше спасение в этом. Здесь имя твое? Я подписал. Шакалье сердце. Так будь ты проклят! Близким, другом много лет, но если бы ты теперь ожил, я бы снова убил тебя. Тебе лучше, Бахром. Мне как жить? Фарух ждет своей участи. А третий сын. Третий мой сын опозорил меня. Кубот.
сжигали тебя. Мой фартук искры кузнечного горна, а сегодня сожгут, испепелят тебя мои слезы. Кто научит, как мне жить дальше? Ты ли небо, земля? Кто мне подскажет, как жить теперь? Сюда! Скорей! Пожар! Пожар! Братья! На помощь! Пожар! 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 Ходите все! Воды! Еще воды! Пожар! А Рухом где мой хозяин? Где он? Дорогу! Пропустите его! Дайте дорогу! Дорогу! Он убит! Убит мой хозяин! Убит ударом меча! Неслыханное злодейство! Он был вместе с Ковой! Где Кова? Я смотрел весь дом, там никого нет! Кова! Где Кова? Где наш Кова? Кова! Прости мне, Бахром, слезы мои в эту нечаянную минуту слабости. Где же Кова? Его нет. А гость лежит в доме убитый. Они вошли в дом вдвоем, и один из них мертв. Пускай тогда живой ответит нам за мертвого. Чей это голос? Я привез к вам Сипах-Солора, храброго военачальника, а теперь он лежит мертвый. Кто поведет нас в бой на врага? А может быть, его убили из зависти? За то, что народ был рад его приезду и так встретил его. Что ты мелешь, крикун? Я ничего не говорю. Где мой добрый хозяин? Вы видели его? Он вошел в дом вместе с Ковой. И вот военачальник лежит сраженный мечом, а Ковы нет. Замолчи! Я никого не обвиняю. Я просто спрашиваю вас, куда он девался? Кова! Что случилось? Меня отец прислал из самого ущелья расспросить вас. В чем дело? Мы видели с ним Кову, он шел и плакал. Что ж вы стоите? Теперь все ясно. Он скрылся, убийца ушел в горы. Злодейство! О горе! Горе нам! Моя цена высока, дочь моя, жизнь. Разве жизнь дороже чести, отец?
Как ты мог? Я не слышу тебя, доченька. Как ты мог, отец? Как ты мог? Я не слышу тебя, доченька. Что это? Сон? Явь? Нет, остановилось время. Кто я? Девушка-вдова? Жена-невеста? Так может смерть позвать? Нет, нет. Что делать? Научи меня, моя любовь. Остановитесь! Где ты был, Кова? Отвечай. Я вам отвечу. Надо было с сыном посоветоваться. Ты убил Рухома. Я. Прочь с дороги! Ты прервал его жизнь? Так не прерывай же погребение. Не оскверняйте землю отцов наших! Рухом недостоин ее. Кто поверит убийце друга и гостя? Бейте его! Бейте! Кто произнес эти слова? Чей-то знакомый голос? С каких это пор мне больше не верят мои друзья? Судите меня. Можете судить. Я готов отвечать. Хорошо, отвечай. Но не пытайся солгать нам, Кова. Только правду. Ведь иначе мертвый тебя уличит, а он здесь и все слышит. Несите его ближе. Пускай в числе судей будет и мертвый. Пусть и он судит. Вот ты, ставший к скале правосудия, отвечай!
За что ты убил в своем доме друга и гостя? За то, что он изменил народу и явился сюда послом Захока. Ложь! Ложь! Рухом бежал от Захока к вам в горы, чтобы вас повести на бой, так скажите, изменник он или нет? Рухом к нам прибыл как злейший враг. Не меч Сипах Солора висел у друга моего на поясе, а оточенный топор палача со змеей на рукоятке и постыдное обращение к народу привез сюда Рухом. Покажи нам это обращение. Я разорвал его. То есть как? Разорвал в гневе. Не поискать ли клочков в твоем дотла сгоревшем доме? Довольно. Он смеет утверждать, что Сипах Солор Рухом прибыл к нам как посол царя Захока. Он говорит, что Сипах Солор Рухом привез постыдное обращение к народу, но показать его не может. Значит, все это клевета и ложь. Нет! Нет! Это правда! Кто ты, юный воин? Ну, Шафарин мое имя. Я дочь Рухома. Рухома? Но если ты дочь Рухома, почему же ты так жестоко со своим отцом? Он изменник. Ненавижу его потому, что он предал Хурамзамин врагам. Я все слыхала, его спросили, поможешь ты нам, предашь своих? И он визирю ответил, что предаст. И еще он ответил врагам, когда его спросили, чем он заплатит. И он ответил, я вам заплачу своей жизнью. И я назвала себя сиротой. Хотя мой отец тогда был еще жив. Он мне не отец. Клянусь вам, до последнего дыхания драться с врагом и искупить этим его вину. Молодец, ну, Шафарин. Дорогие братья, я целую мужественную руку, казнившую его. Смерть ему! Смерть! Где пленники? Мой государь, в городе ни души. Он пуст, государь, как пустая эта ладонь. Что они? Умерли? Они ушли. Куда ушли? В горы. Как? Кузнец Кова увел их всех в горы. Молчать! Будь ты проклят! Пусть враг идет против нас с огнем. Мы все встанем стеною, обрушьтесь на врага лавиной! Вперед, войны! Вперед! Ты слышишь? Это идет армия Ковы! Где визирь? Его убили воины Ковы! Это неправда! Это неправда! Это неправда! Мы уходим отсюда. С этой страной нельзя воевать. Она нам не нужна. Не нужна!
стоите? Что медлите, воины? Разве вы не слышите, как стонет, надрывается гон? Это бьется сердце народа. Оно зовет вас к мщению. Пусть горит город, малыш. Мы тебе новый выстроим. Но чтоб враги новый нам не разрушили, мы разобьем их полчища. Иди, сынок, и да будет благословенно твое оружие. Вперед! Вперед! Эй, друзья, поторапливайтесь. О, я вижу, дела у вас идут неплохо. Помните, братья, сейчас каждая минута дорога. Сейчас, сейчас. Юноша в шкуре барса, иди за мной. Иду, отец. На плот, быстро! Скорей, братья, скорей. Враг не ждет, он бежит от нас. Он думает скрыться через черное ущелье, но нам поможет река. Все на плоты! Скорей! Скорей! Сейчас минута год! Догоним его! Никуда им от нас не уйти! У них колесницы! Они на конях, а мы пешие! Не догнать! Догоним! Видите? Река помогает нам! Ты слышишь скрип колес и топот коней? Кажется, мы поравнялись с ними. Скоро наши плоты обгонят их. Держитесь! Я закрою ущелье, чтоб не ушел ни один! Сама ищешь смерти, ну, Шафарин, побереги себя хоть немного. Мне нет для кого себя беречь. Ступай вперед. Погоди, отец. После. Наша кровь смешалась. Теперь ты мне и вправду сын. Ты не струсил, ты дрался бок о бок со мной. Я закрою им путь, чтоб ни один не ушел с нашей земли. Мы
счастливый час Захок убит. Куда вы, отец? Мне надо убить змею, которую породил я сам. Вперед! Отец, его нигде нет. Ищите! Вот он! Он здесь! Погоди, отец! Я все объясню! Никуда не уползешь от нас, змея! Отец, выслушай, дай слово молвить! Стой! 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 Ищите там! Туда! Выходи! Кожемяка. Дорогой. Выходите свои! Проходи. Фарух. Фарух. Сын мой! Фарух. Ну, Шафарин. И ты с ними на шифарин пришла меня убивать? А плащ и костюм, кто все это бросил тебе в окно? Эх, женщины, женщины. Послушай, отец, поначалу я рассудил так. Если бедные змеи с горя позарились на мозг Захока, то бараньи мозги покажутся им во 100 крат вкуснее. Потом я понял, что змей нет, это все крик осла. Живи, Столетова! Не бывает на нашей земле врагу никогда! Наживет и благоденствует наш свободный край! Да славится День Всенародной Победы! О том, что рассказал сегодня я, поведай людям, правды не тая. Лишь ветви изучив на древе слов, дойти сумеешь, друг мой, до основ. Куда ты хочешь добраться, почтенный старец? В Туз. О, на родину Фирдуси. Тебе не приходилось его видеть? Какой он наш великий поэт? Поэт такой же, как все люди. Похож на вас, юноша. Похож на тебя, друг. Похож он и на меня.